структура племенная, она напоминает семью, где главный отец, да, глава рода. Просто это калька, как бы, да, в большем масштабе. О, мы решили поехать сразу, да, на Пальму. Ну, хорошо. Да. Ну ладно, начнем, значит, с Пальмы, хорошо. Нам какая разница. Вот, мы заезжаем на 8-е чудо света. Вот только представьте, сейчас проедем вот эти все мосты, кстати, с левой стороны монорельс. И с левой же стороны посмотрите на перспективу Дубай-Марина. Вот примерно так будет выглядеть вид с лодки, да, когда мы на ней будем куролесить. И вот это вот колесо обозрения, прямо там будем разворачиваться. Колесо обозрения, кто бы сомневался, самое высокое колесо обозрения в мире, 220 метров. 210 его диаметр, 10 метров, ну, платформа, на которой он стоит, да. Люльки повесили 2 недели назад. Никто не знает, когда оно будет введено в эксплуатацию. Может быть, да, в начале следующего года. И с правой стороны, посмотрите, вот как раз Бурдж-Аль-Араб. Это очередная будет наша остановка. Отель в виде паруса, видите? Вот справа. Вот-вот-вот. Вот туда мы подъедем. По крайней мере, сейчас было видно, что он стоит в море. Да? Какой же, конечно, парус, если он стоит не в море. Да, в карантин, конечно, все отели были закрыты. Но вот Дубай открылся в конце июля. И в первую очередь они открыли самые такие знаковые отели и, конечно, 5-звездные. Потом начали снижать градус, 4-звездные. Вот сейчас открывают 3 звезды в Дейре, например. Да? Вот с правой стороны, если вы посмотрите вдаль направо, одна из веток Пальмы. Их тут 17, этих веток. Вот мы едем по территории, которой не было в 2001 году. А в 2006 уже стояли вот эти дома с левой стороны и с правой, да, они одинаковые. Они отличаются только названиями. Ну, какой тут Аль-Набат, например, вот справа, да, проехали. Все эти названия восходят к сортам финиковой пальмы. 120 сортов фиников произрастает в Эмиратах. 120 сортов. Ну, на все дома, конечно, названий хватило, да. С лихвой даже еще и осталось. Так вот, диаметр этой пальмы 6 километров. Но благодаря 17 веткам, которые идут от ствола, да, вот, они удлинили береговую линию на 77 километров, потому что каждая ветка имеет 2 выхода к морю, туда-сюда. Да? Сейчас все путеводители про Дубай дружно пишут: у Дубая 130 километров пляжной линии. И это правда. Но тут есть некое лукавство, потому что, видите, все же эти километры в основном являются частными владениями. Мы же не можем сюда приехать, здрасте, да, вот, и покупаться на какой-то там ветке. Вообще спросят, куда едешь, да, к кому. Вы сейчас увидите, на ветке ведут шлагбаумы, да? Там вообще такая строгая пропускная система. Ну вот, цель постройки Пальмы, конечно, их, вернее, 3 цели, да, они преследовали. Удивить весь мир. Дубаю этого не занимать, он привык к этому, да, надо как-то так поддерживать к себе интерес все время, у туристов тем более. Вторая причина, это более прагматичная, вот которую я уже назвал, да, удлинить береговую линию города. Ну и третья, пожалуй, основная, но которую как-то стесняются озвучить, я не знаю почему. Видите, в этой стране шариатские законы, по которым вся земля, все ее недра принадлежат Аллаху, или, по крайней мере, его народу. А построить искусственный остров, земли такой раньше не было, стало быть, и продать ее можно. В 2001 стали насыпать, а во втором приняли закон под пальму о продаже недвижимости иностранцам. Сейчас уже все забыли, что это под пальму приняли, и в силу инерции этого закона он распространился на другие кластеры города, на вроде как вот Дубай-Марину, да? Но принят-то он был под пальму. Вот. Ну и впереди у нас в лобовое стекло, вот видно, если вы посмотрите в пролет, да, автобуса, Атлантис. Вот сейчас мы к нему, конечно, не подойдем, потому что Атлантис стоит на дамбе, как и многие другие 5-звездные отели. Дамба — это просто такая насыпь, которая защищает все эти ветки от буйства стихии.
отель отличает такая интересная особенность. Если к нему идти с пешеходной скоростью, будет казаться, что он от нас удаляется. И при удалении от него будет казаться, что он к нам приближается. Может быть, благодаря легкой такой асимметрии. Правое крыло мощнее левого. Ну, это вы сейчас увидите. Над проломом в виде купола мечети пустое место. Там над ним находится президентский номер, 920 квадратных метров. Один из самых дорогих номеров в мире. $35 000 в ночь. Сейчас, друзья, мы выйдем с вами и пойдем к пляжу. Тут буквально 70 метров вперед пройти, да? Вот. И обратно к автобусу. Ну, судя по нашим сборам, вы меня изрядно напугали сегодня. В групповом туре главное – это время. Это даже не мой трындеж, да? Это даже не объекты, которые мы посещаем. Это временная дисциплина, да? Так что будем приходить вовремя. На этой остановке у нас всего лишь 10 минут. Тут просто туда-сюда. Вот прямо вот видите, пляж вот. Идти вдоль монорельса под ним, да, и сделать фотографии. 15:15. Сейчас 15:05. В 15:15 мы отсюда уедем. Кому нужны туалеты, я сейчас вместе с вами пойду. Я просто рукой вам покажу, где они находятся. Туалетная комната. Пляж. Пальма. Güne cüve. Evet. Maşa. Oğlan. Taking durun ara. Telefon orada. Anton. 도입하셔 마음보다 근데 마셔 마음을 하 그래서 들 원유도 뒤에 나왔다 만나다 안ton 들어 말해 뒤에 이렇게 돼 Palma. Dur, bak, öyle. Öyle kız bir gün tayar. Ne? Palma hadi. Ne izliyor? Görüntü. Anton.
Маман гор. Avtobus yer. Başa. Badut. O ballar grupa. Çal, Anton. Oğlan. Adını. Oğlu dinledi. Git bu taraf. Git. Вы видите ветки пальмы. Как на озере живете все равно, что, да? Море-Тану за Атлантисом. Там нет пляжа, видите? Вот. Ну и голландцы, они все сделали быстро. Здесь ведь на этом сайте в 3 смены люди работали, 25 тысяч человек. Поэтому все так быстро насыпали, в общем-то. Но они ошиблись вот именно в этой дамбе. Они ее всю насыпали сплошной. И ничего хорошего не вышло. Вода начала цвести, стала пахнуть болотиной, вообще появился планктон, которого тут никто не видел в жизни. Вот, и поэтому с тем, чтобы исправить ситуацию, они взорвали эту дамбу в 2 местах. Вот, примерно так, в 2 километрах слева и справа от Атлантиса все эти вот 2 разрыва. Установили там какие-то механизмы, вот, которые ускоряют процесс циркуляции воды. И рыбок поселили каких-то в Японии, закупили, которые такие пожиратели планктона. Весь планктон этот съели. В общем, все нормализовалось. Исправили ситуацию. Ну и на этом объекте 1500 вилл, вот на этих 17 ветках. И вот жилые просто дома. Ни один местный житель здесь недвижимости не купил. Потому что как только они приняли закон вот, о продаже недвижимости, все это было раскуплено за 72 часа, 3 суток. Причем продавали воздух. Ничего ведь не было еще насыпано даже. Вот такое было доверие. Ну, это сейчас осталось к дубайскому правительству. Да? Вот. Это все, конечно, уже 10 раз все перекуплено и продано, и все по новой куплено, да. Но, тем не менее, вот кто купил первыми, наверное, они просто обогатились. Потому что сейчас все виллы, они считаются элитными. В силу такой мощной рекламы миру. Этот остров, его тут не было, и он еще и в виде пальмы. Ну, в общем, хорошо поработали маркетологи. И сейчас ни одна из вилл меньше $2 миллионов не стоит. Ну а изначальная цена, может быть, была $500 000. Примерно так, да. Ну вот, сейчас мы поедем с вами уже к Бурдж-Аль-Арабу. Там остановка совсем короткая. И побольше времени проведем в Мадинат Джумейра, там, где арабская Венеция. Там будут туалетные комнаты опять, да, там как торговый центр все равно. Но в любом случае, в зависимости от того, насколько мы туда приедем, мы назначим, да, себе время там гуляния, потому что мы на лодку не должны опоздать. Вот время Че для нас, да, и место Че, это Дубай-Марина, лодка 5 часов. Ну, лучше без 5-5. Да. Вот именно к этому времени мы будем сейчас все отгадывать. Вот.
был вопрос по поводу одежды. Вы сейчас увидите, может быть, не сейчас, да, но гуляя вот по Мадинату, в Дубай-моле уж всяко увидите, конечно, жителей, да. Мы думаем, что это местные люди, ну, вполне могут быть местными, да. Белые кандуры, кандура называется мужской наряд, да, и черные абайи. Это черные платья женские такие, да. Вот, ну, тут никак нельзя понять, кто перед вами. Эмиратец или саудовец, или Бахрейн, Катар, Кувейт, да, они все одинаковую одежду носят. Просто имейте в виду, у местных людей от воротника идут кисточки. Это называется тарбуша. Вот если есть эта тарбуша, перед вами местный житель, 100%. Они могут, ну, как носить другого фасона кандуру без кисточек. Но ни один саудовец или бахрейнец, он не оденет кандуру с кисточкой. Потому что это, как бы, принадлежность, да, к другой национальности. Вот посмотрите с левой стороны еще раз Бурдж-Аль-Араб. Вот мы к нему сейчас едем. Да? Парус. По женской одежде ничего нельзя сказать. Вообще, кто перед вами. Ну, разве что от обратного, да, что я имею в виду. Если вы увидите, что у женщины полностью лицо закрыто, то, чем закрывает лицо, называется никаб, только глаза торчат. Перед вами Саудовская Аравия. Местные женщины, вот эмиратки, да, они лица не закрывают. И эта мода вообще идет из Саудовской Аравии, но она здесь не прижилась. Ну, может быть, исключения есть тоже, конечно. Если женщина или девушка считает себя не особой красавицей, мало ли, стесняется носа своего длинного, большого, то она вполне может закрыть, да, эту часть лица. Но это ее личное желание. А в Саудовской Аравии это как бы, ну, почему они носят вот, да, вот эти никабы все? Это зависит от воспитания женщины в семье. Обычно вы можете услышать, что типа вышла замуж, вот так муж сказал. Ничего подобного. Муж в этой ситуации, он говорить не должен и не может. Они так воспитаны, да, потому что это женская одежда, он туда не суется. Ее воспитывают так с детства в семье. Выйдешь замуж, закроешь лицо. Все. Но это ее решение. А вдруг она, так сказать, да, зная об этом, отучилась где-нибудь в Калифорнии. И что, она будет закрывать лицо? Вряд ли. Вот поэтому это личное желание женщины. Но, как правило, это замужние женщины, конечно. Ну вот, да, с правой стороны трамвайчик, видите. Смысл трамвая, ну, соединить вот Дубай-Марина, район, там ведь много домов, да, с двумя станциями метро и посредством трамвая соединить метро с монорельсом. Теперь вот, живя где-нибудь в старом городе, вы, не выходя на улицу, садясь в метро, можете выйти в Атлантисе, а точнее в его аквапарке. Он был с правой стороны от здания, Аквавенчи, да? 15 гектар всяких разных водных развлечений, горок и все такое, да? Все вот эти вот переходы из метро в трамвай, да, и монорельс трамвай, они все крытые трубы такие, там кондиционер работает. Сейчас, может быть, это не особо актуально, но вот в летнее время, когда температура здесь за 53 зашкаливает, это, конечно, очень удобно. Вот сейчас очень хорошее время для посещения Эмиратов. Именно вот, да, начало декабря. Ну, это необычный декабрь, скажу вам, он теплый. Вот в прошлом году здесь были дожди. Причем вот каждый день почти. Не особо, да. Вот. Хорошее время, вот сейчас ноябрьская погода. Вот самое хорошее время ноябрь или конец апреля, начало мая. Вот, а потом уже начинается жара такая, что, в общем, не рад ничему. Жара в мае, в конце мая. То есть уже даже, ну, настолько море не охлаждает. Вот вы идете к морю, да, ну, во-первых, надо пройти 5 метров по песку, это уже стресс. Потому что 90 градусов этот песок. В тапках надо идти. Да. И потом вы входите в воду, а она теплая, ну прям горячая. Ну какое это? Это вовсе не айс. Да, я вам расскажу сейчас про Бурдж-Аль-Араб. Да. Так вот, символ города.
они решили построить здание в виде паруса, удачно обыграв в этом три глобальные такие вещи. Это, конечно, море, пустыню на узкой полоске, которая стоит в Дубае. Да, помните, он вытянутый такой город вдоль побережья. Но и обыграли не торговые традиции города, потому что парус предполагается парус лодки Доу, который...